Новые пути, современное светосигнальное оборудование и пассажирский перрон. Небольшой разъезд Улак на севере Амурской области теперь стал узловой станцией. Модернизация понадобилась для перевозки растущих объемов угля из Нерюнгинского района Якутии. Уходит путь на Тынду, получается, и ответвление вправо, если от нас смотреть, на Эльгу. От этой развилки до эльгинского месторождения 317 километров подъездной железной дороги. Она проходит в тяжелых географических условиях строго на север, прорезая становой хребет. От машинистов, ведущих составы с углем, требуется высокий профессионализм. Профиль пути с особенностью 18-тысячного уклона, тоже специфику надо иметь машиниста. Не каждый сможет здесь работать. Даже климат по другую сторону гор гораздо суровее. Несмотря на календарную весну, угольщикам Эльги противостоят наледи и метели. Водитель многотонного БелАЗа Сергей Чирков, в прошлом военный летчик, признается, что и на земле в непогоду чувствует себя в напряжении. Осадки до такой степени мощные, что мешают работе. Развитие Эльгинского угольного комплекса еще на начальной стадии, но уже в этом году здесь планируют добыть свыше 4 миллионов тонн угля, при том, что первую извлекли всего 5 лет назад. Сейчас пока в разработке западный участок разреза. Черное золото Эльги славится своим высоким качеством. Большая часть залежей месторождения, это около 90%, составляют коксующиеся угли, которые широко применяются в металлургии. Это месторождение одно из крупнейших в мире. В его недрах свыше 2 миллиардов тонн дефицитных марок угля. И находятся они практически на поверхности. Не в разломах, а прямо наверху, в многочисленных сопках. Что не возвышенность, то мощные до 15 метров пласты. Проектная мощность разреза 27 миллионов тонн угля в год. Срок отработки разреза 100 лет. В отработке будет находиться 16 угольных пластов. Правда, среди профессионалов ценится местный уголь не количеством, а качеством. В нем минимальное содержание всевозможных примесей, но и от них избавляются прямо на Эльге. Для этого в кратчайшие сроки завезли и смонтировали обогатительную установку. Если рядовой уголь у нас идет с примесями, с какими-то, с вкраплениями породы, то концентрат это уже чистый, без породы. Очистка добытого ископаемого происходит в специальных гидроциклонах. Окончательная технология еще отрабатывается и впоследствии будет применена в новых фабриках. Их на Эльге планируют построить сразу 3, 9-миллионные. Впрочем, конечную продукцию потребитель, а это в основном страны Юго-Восточной Азии, получает уже сейчас. А здесь, с одной стороны, мы видим, это уже готовая продукция, концентрат именно, и с другой стороны тоже готовая продукция, промпродукт. Весь коллектив основателей Эльги, около 1000 человек, трудится на месторождении вахтовым методом. Наряду с основной работой сами содержат небольшой поселок, производят электрическую энергию, строят планы на будущее. Обживая труднодоступный район, готовятся к рекордным для Дальнего Востока объемам добычи. Придет стационарная электроэнергия, 220 киловольт. Будет развитие железной дороги, станционное развитие будет, увеличена будет провозная способность, и будет построен большой уже вахтовый поселок постоянный, как минимум на 3000 человек работающих. Год от года очертания будущего промышленного гиганта выглядят все отчетливее. Сами представьте, вот несколько лет назад здесь была вот такая непроходимая, труднодоступная тайга. Для того, чтобы построить такой крупный город, как Нерюнгри, в советское время достаточно было начать разрабатывать месторождение угля с запасами 450 миллионов тонн. На Эльге только на одном лицензионном участке его 2 миллиарда тонн. Время от времени возникает вопрос о необходимости создания нового муниципального образования. Многие сегодня работники Эльгаугля хотят прямо жить там на Эльге, да, строить себе дома, значит, ходить в кино, ходить на концерты, да, ходить, значит, просто в гости друг к другу, но уже семьями. Для Нерюнгинского района разработка Эльги – это в первую очередь новые рабочие места. Основные специалисты – выходцы из Якутугля. Предприятие с полувековым опытом работы в условиях Крайнего Севера оказало неоценимую помощь в освоении нового мирового центра угледобычи. Для производства металлургической шахты используются различные типы и сорта марок. И как раз это как раз тот случай, когда Эльга – это одни марки угля, Якутуголь – это другие марки угля. Поэтому мы никак
значит, не помешаем друг другу. Мы, наоборот, дополним друг друга. Вот именно в той металлургической шахте, в том продукте, который нужно поставлять металлургам. На единственной связующей нити железнодорожной ветки от Эльги до Улака действует сразу 13 разъездов. На 7 из них круглосуточно работают люди, обеспечивая бесперебойную поставку угля. Верхний Улак, дежурный по станции. Маршрут готов, разрешаю выехать. Магистраль в 2000 году начало прокладывать Министерство путей сообщения в рамках программы хозяйственного освоения и развития зоны БАМа. Но осилив лишь 60 километров, работы прекратили. Новый собственник продолжил стройку в 2008 году. Испытывая серьезные трудности, спустя 3,5 года открыл движение на всем протяжении. Работы по обустройству продолжаются и сегодня. Каждый год у нас идет повышение участковой скорости и, соответственно, значит, и оборот локомотивов. Увеличение скоростей и пропускной способности железной дороги обязательно повлечет за собой бурное развитие территории, уверены угольщики. Самое сложное, что останавливало людей и делало эти края необжитыми позади. Теперь путь для инвестиций открыт. На Эльге большая кладезь всяких разных минералов и ископаемых, таких как железные руды, молибденовые руды и редкометальные элементы присутствуют. Только в одном олимпийском железорудном месторождении запасы превышают 400 миллионов тонн. Специалисты заявляют, что такого удачного сочетания высококачественных углей и железной руды нет больше нигде в мире. И появление в Южной Якутии мощной металлургической промышленности лишь вопрос времени. Причем с учетом развития Эльги совсем незначительного. Ведь богатейшая кладовая страны теперь вскрыта. Дмитрий Макаров, Владимир Ромаков. Вести. Амурская область, Якутия.